Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Ассоциация «Дурдой» сегодня является одним из наиболее ярких представителей отечественного бизнеса и объединяет в себе деловых людей, которые создают рабочие места для наших граждан, позволяя им зарабатывать деньги. Организация создает тысячи рабочих мест и пополняет бюджеты всех уровней солидными финансовыми поступлениями. Ассоциация «Дурдой» отметила свое 30-летие в Бишкекской филармонии имени Стылганова. «Дурдой» – ровесник независимого Кыргызстана. Сейчас входит в десятку крупнейших и самых мощных торговых центров мира. Перед официальным открытием был показан короткометражный фильм об истории Ассоциации «Дурдой». В своем вступительном слове почетный президент Ассоциации «Дурдой», общественный деятель и меценат Аскар Салымбеков рассказал об истории ее создания. Жұмыс күні уақытта біздің 30 жылдық юбилейде бөлісіп қойғаныңыздарға чоң разышылық білдіргісеміз. Еме шындай бір традиция болып қалған, біз шоу 30 жыл болып атады. Әрбір 5 жылда ел алдында бір жасалған іштер бойынша отчет сияқты шындай бір мероприятиялар іс-шараны өткіземіз да, ошол бүгін быйыл 30 жылдыққа арналып атады. Тасмада көргендей, біз Қырғызстанның егемендүүлүгүнөн жашташпыз. Ошол егемендүүлүктүн ичинде кандай жетишкендиктер болсо, кандай кыйынчылыктар болсо, чогуу башыбыздан өткөрдүк. Аскар Салымбеков отметил, что к своему 30-летнему юбилею ассоциация пришла с богатым опытом реализации социально-экономических проектов. Затем выступил с поздравительной речью государственный секретарь Кыргызской республики Сүйүнбек Асмамбетов. Он от имени президента Садыр Жапарова поздравил коллектив ассоциации «Дурдой». Кыргыз бизнесине, кыргыз ишкерлигине, Кыргызстан жаңыдан түзүлүп жаткан ишканалардын ачылышына, Кыргызстандын социал тармактарына көргөзгөн чоң жардамың үчүн, чоң тарбиялык иштерди жүргүзүп аткандыгыңыз үчүн, ири ишканалар ишке аракеттенип аткандыгы үчүн терең таазимин билдирип, сиздин өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө ден соолукту карап, ишканаңыздын иши илгерилеп, туу жоксун ачылышын тилек кылды. Жана өзүнүн буйругу менен айрым сиз сунуштаган кызматкерлерге өзүнүн мактоо баракчасын жолдоду. Аскы өмүрүңүз узун болсун. 60-тан жаңы өткөн убагыңыз дагы көпүлдөп иштеп бериңиз. Көп тармакты болсун, Кудай жолуңузду ачсын. Кыргызда айтат, эгерде бозийдин керегеси кең болсо, эл келетти. Ууктары узун болсо, жел келетти. Түндүгү бийик болсо, нур келетти. Нур кирген жерге кут кирет, кут болгон жерде токчулук, молчулук, ырыскы бакыт таалай болот. Кроме того, на торжественном вечере ряд работников ассоциации «Дурдой» был награжден благодарственными письмами от имени президента. Далее выступил первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Арзыбек Коджошев. Он от имени председателя Кабмина поздравил коллектив ассоциации «Дурдой». Также были вручены награды. Рынок «Дурдой» сегодня очень многонациональный коллектив. Здесь живут и работают люди разных сфер. С образованием «Дурдой» там у нас очень такие отрасли, как транспорт, швейники, пищеблоки, там торгующие предприниматели, там по рынок автозапчастей. Ну, в общем, очень много сфер с открытием «Дурдоя». Там они развили все свои отрасли, кормят свои семьи, платят налоги, да. И за эти годы «Дурдой» стал причиной открытия очень тысячи торговых мест, миллиардные поступления в бюджет и многомиллионные благотворительные акции провели. Там это строительство мечети, медресе, там строительство дорог, мостов, там пробурение скважин и так далее.
Я поздравляю всех дордойцев с сегодняшним прекрасным праздником. Мы все эти годы были вместе с вами и в радости, и в печали. Честно говоря, мы и сейчас живем непростое время, да? Но, иншаллах, я думаю, с новым руководством страны мы вместе преодолеем все эти проблемы, трудности. Мы дальше всегда будем вместе с вами. Я выражаю огромную благодарность нашему президенту Садыр Нурходжоевичу Джапарову за оказанное внимание. Сегодня вот мы получили благодарственные письма от него, и при каждом его выступлении мы чувствуем и слышим в поддержку для развития бизнеса. Наша компания является современником молодой нашей страны Кыргызстан. Вот, нам очень приятно, что 30 лет мы все еще работаем во благо страны. Вот, надо отметить, что на сегодня Ассоциация Дордой – это большая многонациональная компания, которая работает во многих отраслях экономики, не только торговля. Как вы знаете, у нас сейчас акцент идет на образовании, на других отраслях, таких как туризм, спорт. Да, в общем, сейчас мы многовекторная компания, можно сказать, одна из самых крупных компаний в Кыргызстане. На сегодняшний момент только на наших торгово-рыночных комплексах работает порядка 150 тысяч человек. Влияние нашей компании на экономику и социальную сферу нашего города очень велико. Вот, поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших клиентов, всех наших горожан с праздником нашей компании, всех наших торгующих. Хотим пожелать вам хорошей торговли. Ну и, конечно же, хочется пожелать всей нашей стране процветания и мира. Хочется поблагодарить администрацию президента за столь высокую награду, за благодарственное письмо. Будем продолжать также работать во благо нашей страны. Затем состоялась концертная программа. Международная организация тюркской культуры организовала совместно с Национальной академией Манаса и Чингиза Айтматова, посольством Азербайджанской республики в Кыргызстане и общественным объединением азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, Азыри, мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В самом начале мероприятия был показан короткий документальный фильм о жизни и творчестве Низами Гянджеви. Выступая на открытии, генсек Тюрксой Дюсен Касиинов напомнил, что решением президента Азербайджана Ильхама Алиева в январе 2021 год был объявлен в Азербайджане годом Низами Гянджеви. Низами повлиял на развитие всей восточной литературы и искусства. Хамсе Низами Гянджеви оказал огромное влияние на развитие не только персидской, но и восточной поэзии вообще. Стихи Низами внесли большой вклад в развитие книжного искусства, миниатюрной живописи, декоративно-прикладного искусства и других отраслей искусства мусульманских восточных народов, сказал Касиинов. Жыл соңына чейин бир нече иш-чара өткөрүү биздин планыбызда турат. Айта кетсек, осы декабрдың 14-інде Нұр-Сұлтан қаласында елбасы кітапханасында үлкен бір серги кітаптың танытымы olacak. Декабрдың 17-інде Azerbaycan'ın Австриядағы elçiliğiyle, Azerbaycan'ın kültür merkeziyle үлкен bir sergi, konser, kitaptың tanıtımı olacak. Sonraki әлі алдымызда біздің жылымыз Наурызда бітеді, январда değil. Onun için Mart'a дейін осы жылдың көп мерекелері әлі алдымызда.
Чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Республике Кыргызстан Латиф Гандилов обратил внимание, что 2021 год в Азербайджане объявлен годом Низами Ганджеви, выдающегося представителя мировой литературы и классика поэзии, жившего и творившего в XII веке в одном из крупнейших городов и культурных центров Азербайджана – Гяндже. По словам главы азербайджанской дипломатической миссии, в Азербайджане и за рубежом проводится много вечеров и встреч, посвященных знаменательной дате, именно с учетом исключительного значения творчества этого азербайджанского поэта. Латиф Гандилов считает, что оно будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-азербайджанских культурных связей. Великий Шекспир говорил, что он является один из семи выдающихся поэтов всех времен и народов. Я думаю, что вот это очень емко, очень прекрасно характеризует значение и личность великого Низами. Его произведение «Лейли и Маджнун», которые можно назвать прототипом и этого самого шекспирского Ромео и Джульетта, она появилась на свет за 4 века до этого. Кто же был Низами? Он обыкновенным был бы человеком? Я думаю, что нет. Его пятерица является жемчужиной мировой литературы. Основная идея его является это борьба добра и зла. Он распевал красоту, он в своем сознании создавал общество, в котором правит только добро, справедливость. Он хотел мир видеть справедливым, он хотел создать в лице Александра Македонского, великого и мыслителя, и полководца, и пророка, и человека, который справедливо хотел устроить мир. Он очень часто обращается к женскому вопросу в своих произведениях. Сейчас говорят о гендерских вопросах, да? А у его произведениях женщины являются героями, героинями. Они правят государством. Вы понимаете, это 12 век. А он в своих произведениях о мудрых женщинах говорил. Я здесь скажу еще одну вещь, что в его произведении внес большой вклад ее возлюбленница Апак, которая была кыпчачкой, вашей соотечественникой. Она выходит отсюда, с этих краев, с Казахстана, с Кыргызстана, вот отсюда. Женщина, которая была подарена, мы называем ее Кянис, подарена Дербенским шахом, правителем, он принял ее к себе домой как возлюбленную, как свою жену. Она была прекрасна не только своей красотой, но с умом и своим мышлением, своим знанием, хотя она была безграмотная. И многие персонажи, которые мы видим, 7 красавиц, которые рассказывали свои сказки, именно он услышал это от рассказов Апака. Посол также рассказал, что в родном городе поэта Гяндже возведен мавзолей. В России, Италии, Узбекистане, Молдове и Китае установлены памятники поэту-мыслителю. Институт литературы Национальной академии наук Азербайджана и Национальный музей азербайджанской литературы носят имя Низами Ганджеви. Низами был великим философом, ученым, хорошо знал Коран, исламскую религию. И поэтому я прихожу к выводу, что это была любовь не только к человеку ближнему, но и к Всевышнему. Он своей любовью показал, что ты должен только Ему служить. А служить Господу, знать Его слова, Его наставления и жить по этим наставлениям. Он всем своим читателям писал, что устав жизни есть
это учение, которое нам дано свыше. Вот в чем заключается его любовь. Суть его любви. И когда ты уже настраиваешься именно к любви к Богу, остальное само по себе приходит. Если ты боишься Бога, а первая заповедь, что это у нас? Бояться Бога. Что такое мудрость? Мудрость – это бояться Бога и любить Его. Первая мудрость – это боязнь перед Богом, своим Создателем. И поэтому Низами, великий философ, принадлежит не нам, азербайджанцам, всему тюркскому миру. На встрече было приведено много интересных фактов о жизни и творчестве поэта. Так, в 1941 году в Советском Союзе должны были широко отмечать 800-летие Низами. Однако грянула Великая Отечественная война. Юбилей все же отметили в тогдашнем Ленинграде, в Эрмитаже, на 42-й день блокады города. Это, конечно же, было данью величайшего уважения азербайджанскому поэту. На прошедшем вечере памяти поэта состоялась презентация книги-альбома Низами Гянджеви, изданной Тюрксой. Кыргызстанга, Азербайджанга, Түрк дүйнөсүнө жакшылыктар келсин. Рахмат. Президент Национальной академии Манаса и Айтматова Топчубек Тургуналиев отметил: Низами – азербайджанский поэт. Всю жизнь он провел в родном селении, однако стал мировым поэтом, и надо понимать, что он творил в XII веке, когда было много безграмотных, и тем самым он дал огромный импульс развитию персоязычной литературе и поэзии. Сейчас, спустя почти 9 столетий, творчество Низами по-прежнему актуально. В свою очередь, выступавшие подчеркнули важность сохранения памяти о классиках литературы и поэзии. Выдающийся представитель азербайджанской и мировой литературы, гениальный поэт и мыслитель Низами Гянджеви родился, жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, одном из важных культурных центров Средневековья. Безусловно, он был уникальной личностью, открывшей новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей. Его творения переведены на многие языки мира. К исследованию его произведений обращаются ученые разных стран. Низами оставил великое культурное наследие, образцы любовной и философской лирики, как, например, «Хамсе», в которую вошли 5 поэм, «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искандернаме». Поэт-мыслитель заложил основу большой литературной школы, состоявшей из его многочисленных последователей. Он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока. Низами был глашатаем, основоположником высоких идеалов гуманизма, призывал людей к добру, состраданию, выступал за дружеские связи между народами и учил любить мир, людей и родину. Совершенная и художественная форма поэзии Низами, поэтические традиции, заложенные им, были предложены многими восточными поэтами. Отзвуки тем его произведений можно увидеть и в западной литературе. Поэтому считается, что Низами внес вклад не только в философскую идею тюркского мира, но и во все человечество. Мен Баяс Турал, акын, публицист, тарыхчы, илимпоз адаммын. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында кыргыз таануу бөлүмүнүн башчысымын. Бүгүн бүтүн түрк элдеринин бир улуу акын, окмуштуу,
Nizami atabızın 880 yıldığına arnalgan iş-şara ötüp atat. Nizamini biz şu gelecekte Kırgız okurmanlarına daha kengiri taratıp jayıltı işlerin жүрgüzüşübüz gerek. Mına uşul iş-şarаны uyuşturup atkan Türksoy, el aralık Türksoy uyumuna bizden Kırgızstanda Azerbaycan elçiligine jana bizden elbette akademiyanın jetekçiligine çoğun rahatsızlık bildiremiz. Nizaminin çıkarmaların gelecekte Azerbaycanlar kanday bilse Kırgız okurmanları da oşondoy biliş gerek, okuş gerek. Al üçün elbette anı Kırgızçaga kotoru meseleleri turat. Buga çeyin Nizaminin çıkarmaların, ırların jana payamaların marhum bizden akın, Kırgız el akını Egenberdi Ermatov ubagında kotorgan ele. Al elbette bir bölügün kotorgan. Biz gelecekte anı kengeytip, anı çıkarmalarındağı mekteplerde okutu, jogorku okuu jaylarında okutu meselelerin koyuşumuz gerek. Gelecekte biz Türk mekteplerde jana jogorku okuu jaylarında Türk adabiyatı degen adabiyat okutuluş gerek. Buna şu Türk adabiyatı degen adabiyatın içinde Manas, Korkut Baba, Oğuzname siyaklı epostordan başlap Nizami, Navayi, Babur, jana başka uşunday ulu akınlarımızdağı жазуучулардын çıkarmaların okutuşumuz gerek diye esептейм. Затем от имени Тюрксой состоялось награждение ученых, работников культуры, акынов, журналистов и не только. В завершении мероприятия прошла культурная программа, организованная под руководством председателя азербайджанской диаспоры Азери Азизага Алиевым. Ne hoştur qəmim canan, ona gel derman axtarma. Sual etme nedir derdin, əcəb bimar saxlarsan. Səni mən dost sayırdım, sən məni düşmən hesab etdin. Səninlə fəxr edirdim, sən məni naçar saxlarsan. Səni daim Nizami öz əziz yarı bilmişdir. Rəvamı sən onu böyle sitemlə xar saxlarsan. Güzel aletleri sevgili canan. Hüsnün güzel ayetlerine sevgili canan. Olmuş bütün alemde senin şenine şeyan. Gel eylene vaziş, gel eylene vaziş, mene bir bu selebinden. Çünkü güzelin bu sesidir aşık ehsan. Çünkü güzelin bu sesidir aşık ehsan. Sırdım çükünün hardadır aldım bu cevabı. Hiç sorma tapılmaz, onu aktarsa da insan. Rahmeyle dedim gel, rahmeyle dedim sel gibi gözyaşıma döktüm. Gel kalbime oynama ey afeti devran. İnsafın eğer var, insafın eğer var ise söyle bu Nizami. Senle neçe rəftar eylesin ey mehitaban. Senle neçe
В завершении мероприятия посол Азербайджана в Кыргызстане поблагодарил Тюрксой и других организаторов за проведенный на высоком уровне вечер памяти поэта. Очередное мероприятие состоится в столице Казахстана, в Нур-Султане, 14 декабря. Медиахолдинг «Пирамида» расширяет аудиторию зрителей по всему миру. В скором времени открывается офис представительства телеканала в Баку. Видеоконтент отечественного телеканала охватит не только Азербайджан, но и Турцию, Грузию и Южный Кавказ. Это важный шаг на пути к сохранению и приумножению общей истории, которая объединяет многие страны. Открывая корреспондентский пункт в Азербайджане, мы в первую очередь открываем Кыргызстан миру. Я надеюсь, что корреспондентские пункты, которые откроются в ближайшем времени еще в Турции, а также в Грузии, повлияют на улучшение для подачи информации среди зарубежных нашими республиками, братскими республиками, которые в поле именно информации мы будем слаженно объединять наши усилия для работы в медиапространстве. Подписано соглашение генеральным директором медиахолдинга «Пирамида» Даурумбеком Адахановым с президентом Turkel Media Group Хокумой Халиловой. Головной офис будет расположен в Азербайджане, а региональные офисы в Турции и Грузии. Современные технологии телевещания способствуют укреплению дружбы народов. Сейчас из Азербайджана получаем информацию, что мы давно ждали, что нашим братским странам связаться хотя бы через телевидение, мостом дружбы и показать Кыргызстан достопримечательность в Азербайджане, показать культуру, традиции, гостеприимство кыргызского народа в Азербайджане и наоборот, с Азербайджана Кыргызстан. Интеграция телеканала позволит нам и азербайджанцам узнать многое о культуре и истории двух стран, а также Южно-Кавказского и Центральноазиатского региона в целом. Создаются не только культурные, но и экономические связи, интеграционная политика государств. Благодаря современным технологиям телевещания способствуется укреплению традиций и воспитанию толерантности. Рашид Алиев, Джантай Макенов, «Пирамида». В Бишкеке в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» прошел форум «Единство народа в многообразии». Напомним, что этот проект финансируется Европейским Союзом. В форуме приняли участие этнокультурные объединения при Ассамблее народа Кыргызстана.
собеседники. Меня зовут Нарозе Владимир Владимирович. Я являюсь председателем Совета Украинского общества Кыргызской Республики Берегиня. Сегодня здесь в рамках Ассамблеи народа Кыргызстана, в рамках всей нашей страны проходит национальный форум «Единство народа многообразия». И мы с удовольствием приняли приглашение для участия в этом форуме. Кстати, вот если конкретно говорить об участии, мы вот такую маленькую выставку народно-прикладного искусства украинского, то есть наши самые изюминки здесь представлены на выставке. Я думаю, интересно будет не только украинцам, а и всем. Оказывается, в культуре кыргызов тоже есть такая традиция лялька-мотанка, то есть в переводе кукла-мотанка, да, мотанка не переводится, да, вот, то есть вот это делаются куклы как обереги, которые защищают человека от всяких злых духов, и такое творчество, которое не требует ни одной нитки, иголки, да, скажем, не требует какого-то клея, да, то есть все это делается руками, связывается. Но это нужно мастерить еще, узнавать подробнее. Мы последние годы выдали немало таких знаковых книг, сборников. Вот, кстати, здесь сборник о кыргызско-украинских литературных связях профессора Георгия Николаевича Клыпенко. До этого мы выдали книгу «Шевченко в Кыргызстане». То есть в Кыргызстане Шевченко физически сам не присутствовал, но его духовное присутствие здесь видно во всем. Это в переводах киргизских поэтов, это и в переводах как на украинский язык, так и с украинского на кыргызский язык, в переводах произведений Шевченко. Разрешите? И вот здесь мы в 25-летие Берегини тоже выдали книгу «25 лет творения, созидания украинской культуры в Кыргызстане». Вице-президент Русского центра гармонии Семен Яковлевич Поляков. Это наш центр выставил выставку, потому что русские изделия, посвящено русской культуре. И экспонаты, часть экспонатов это куплены, часть экспонатов сделана своими руками. Мы хотим показать всем, что мы живем в Киргизстане, что мы свои традиции соблюдаем, язык соблюдаем, и все это делаем за дружбу между народами. После состоялась официальная часть мероприятия. Выступивший на открытии представитель аппарата президента Кыргызской республики, руководитель проекта, заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Зухра Шидакова отметила важность воспитания гражданственности, достоинства, патриотизма и межнационального согласия. В этот вечер в зале чувствовался народный колорит. Здесь было представлено искусство и творчество десятков народностей, проживающих в Кыргызской республике. Далее состоялся небольшой концерт.
кезінде қайыбынан бүткендей Ханман астын ақылман атаңдың көріп дүния О чиркен зайыбынан бүткендей Бал кірмешік кезінде атасың манас өлгендей Қайғырып жатқан қалыңген Ошоған манастың жеркен Қайғырып тұрып көмгендей Қайранен ең аникей Қара киіп қан жұтып Ең арман дүния Қайға башың көмгендей Бұны мұндай таштайдың айтар сөзден шашпайды Бал кірмешік баланың көрген күнін баштайдың Jurtu çoğulup toy verip erkende buğup Ayavay nazar sal deme tay toruday budandı Hürrümgını bulutayga çalayım de kal deme Arpadan asa cemberip ayda terin al deme Gümüşten gürüp cemberip Günde terin al demi Sutu suğananda Ondoy bulgun karacaç Tüllesinde tüyendip Evden sigen kaşkayın Etekin giyimin giyeni Temirinden gıgırıp Sırvarandın gıngırıp Bağın zınap ballanır Torlu çalıp gürümde Tay toruday budanda Kukulun köpü tüydeme Kuğazıda kuyruğum Kuşayın menden tüydeme İki gözgü yaşanıp Kasiyetin inese Çeyirdi dam batalıp Bukak tağan çileğim Tosup durup kaldım